Всем здравствуйте, это Варган74, меня зовут Максим, и сегодня ко мне пришла посылка от очень интересного мастера Егора Тартакова из Якутии, настоящие якутские хомусы. Давайте посмотрим, что в этой коробочке. Итак, к нам пришли 3 вот таких вот чудесных деревянных футляра, в каждом из которых лежит по хомусу. Обратите внимание, как здорово сделан футляр с кожаной накладкой. При этом вот на этой кожаной накладке изображен герб Республики Саха, Якутия, всадник. Посмотрим, что скрывает за собой этот самый чехол. Внутри якутский хомус. Давайте поглядим. Классическая якутская форма, очень приятный, очень симметричный. Есть легкая небрежность, следы ковки есть. Вот если мы посмотрим, как свет играет на металле, мы обнаружим, что металл хоть и заполирован, но поверхность слегка неровная. Это говорит о том, что хомус ковали. Язычок весьма жесткий. Заточка на клин, двухсторонняя. Кончик язычка загнут под острым углом. Практически знак бесконечности. Будем пробовать звук. Хорошо. Традиционный якутский бой идет хорошо. Попробуем двусторонний. Очень приятный по звуку варган и очень достойный по управляемости. С налету просто. Взял я его и сыграл двусторонним боем. Не на каждом инструменте можно так лихо сбацать в обе стороны. Это говорит о том, что у варгана достаточно жесткая рама и хорошо сбалансированный язычок держит скоростные атаки. Следующий варган также вот в таком чехле с кожаной крышкой. Сверху он без накладки. Обычный классический инструмент якутский. Звук. По моим ощущениям, этот немножко мягче. Приятный. Обратите внимание,
Классическая якутская форма. Кольцо очень сильно сплющено для увеличения жесткости. На кольце мы видим легкие следы ковки молотка. Вот здесь есть такая красивая щербинка. Мне нравится. Такой очень живой, приятный хомус с таким классическим певучим якутским звуком. Однозначно мои рекомендации. Ну и вишенка на торте. Последний инструмент на сегодня. Хомус Тартакова с накладкой. Обратите внимание, футляр здесь выполнен несколько по другой технологии. Так, чтобы орган смотрел накладкой на зрителя, демонстрируя всю красоту инструмента. А полюбоваться здесь есть чем. Сверху на хомусе мы видим традиционную уже для многих мастеров накладку из цветного металла, на котором изображен, опять же, герб Якутии, всадник на коне, пожалуйста. Вот. Сейчас наведу резко. Видим всадника, не знаю, видны ли буквы вам. В общем, все как полагается. Накладка нужна для красоты, для эстетики. Хомус смотрится более дорого. А еще накладка придает дополнительную жесткость корпусу и влияет на настройку инструмента. Такой жесткий язычок и очень чистый звук. Для любителей хомусов, вообще варганов с жесткими язычками и предельно чистым звуком, я рекомендую варган Тартакова с накладкой. Мои рекомендации.